Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Ирыкун булдыр хисеплетеле гурав жезем. Карлач уихен вунзак кырмыжынче, Канаш районенче шалды ешсен байынче, иртне жулдалыган пөдімледеве бүлжі. Пухова Чуваш Республикин шалды ешсен байын министрі Сергей Дмитриевич Неяскин ирттерджі. Эш кадарды везембе шалды ешсен байын пушлыхе Анатолий Васильевич Левый паллаштарджы. Сакуна паснат текстахсин жудинчей Канаша юнче тону преступный жете прень бахсадохна. Иртне чулдал хуршинче вундвада ялдырыгинче, везень жуйче юсне. Кунчинчен дязын сахварна. Щав житрах шин пурлыхне варлана, тада урам рашаратна тесахсенде ешланна. Эшкебе тона садырыш семде каныч помаща. Министр госуслуги портал багытлара хузугурмалы не дязынна. Подемледеве суд председателя следствия управления Халах Канажин дада шамрак сембешлеген управления еще не зем худшинчеш. Выявление преступления, связанное с побоем, снижено на 72,7%, что связано с изменением законодательства. Проведенным анализом установлено, что в Новочелкотинском сельском поселении совершено одно убийство и одно причинение тяжких телесных повреждений, но в течение года не зарегистрировано ни одно преступление превентивной направленности. То же самое же по Чагасскому сельскому поселению, где зарегистрировано 3 убийства и одно преступление, связанное с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и не выявлено ни одно преступление превентивной направленности, предусмотренное 115-119. Оба участковых обслуживающих данный участок были наказаны. В 2017 году отношение лиц, причинив телесных повреждений другому лицу, составлено 84 протокола по статье 6.1.1 ГОАБР. Остались нерассмотрены 13 материалов. Необходимо начальнику охраны общественного порядка по материалам, связанным с причинением телесных повреждений, осуществлять ежедневный контроль, проведение сверки, привлечения к административной ответственности по 6.1.1 ГОАБР, еженедельно заслушать сотрудников участковой помощи полиции по материалам проверки, по которым решение не принято, по каждому материалу давать указания и контролировать их исполнение. Инициативное выявление преступлений предусмотрено статьей 115, 119, 318, 314 способствовало росту зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, на 14,7 и не работающими на 0,7. Несмотря на проводимую профилактическую работу с лицами, состоящими под административным надзором, увеличение числа лиц, привлеченных административной ответственностью по статье 19.24, это неисполнение ими своих обязанностей по закону судом, на 23,7, инициативное привлечение к уголовной ответственности по 314 УК РФ, всего возбуждено 3, направлен в Канашский районный суд 16 материалов на установление дополнительных ограничений и 5 направлений срока. В отчетном году оценка по числу лиц, совершивших преступлений, из числа лиц, состоящих под административным надзором, предусмотренным приказом номер 1040 МВД РФ, у нас отрицательная. Хочется отметить, что из 6 поднадзорных лиц, совершивших преступления, лишь 2 находились на учете МВД России по Канашскому району. Результатом комплексной работы несовершеннолетними стало некоторое улучшение ситуации подростковой преступности. На 37,5 сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Однако серьезно обеспокоенность вызывает рост на 40% числа подростков, участвующих в совершении преступлений. В связи с чем начальник охраны общественного порядка при организации профилактической работы в жилом секторе необходимо усилить контроль за неблагополучными семьями. Совместно представители органов исполнительной власти следует принимать все необходимые меры по защите детей и их возможных неадекватных родителей, вплоть до лишения родительских прав. Возбуждено в этом году одно уголовное дело по статье 156, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенных детей, 3 уголовных дела по статье 150, вовлечение несовершеннолетних преступлений, привлечение административной ответственности родителей по статье 2022, 6.10, на лишение родительского права. Подготовлены 2 материала, оба одобрены. По-прежнему по побуждающим факторам совершения противоправных деяний продолжало оставаться употребление алкоголя. Хотя, как я отметил выше, количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось, однако доля пьяных преступлений остается одной из высоких в республике и составляет 54,8, что выше республиканских показателей на 18,5. Здесь отделы участковой уполномоченной полиции необходимо больше взаимодействия с главами сельских поселений, членами советов профилактики при сельских поселениях, а начальник охраны общественного порядка продолжит проведение профилактических мероприятий в сельских поселениях, где остается высокая доля преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения.
Это в основном Новочелкасинское сельское поселение, Новоримское сельское поселение, Очакасинский, Байгинтинский, Бутабусский, Ямельский. В то же время на территории Бутабусского сельского поселения состояние алкогольных преступлений не совершалось. В течение года слабо была организована работа по выявлению и профилактике преступлений, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники отдела выявлены всего 3 правонарушения и 4 преступления. В этом направлении необходимо отделу уголовного розыска наладить свои оперативные позиции. Начальник полиции организовал работу подчиненных сотрудников. Отделом снижено на 28,5 количество раскрытых преступлений прошлых лет. Оценка по данному показателю оценочной таблицы, предусмотренной приказом 1040, у нас по итогам года отрицательно. Начальник полиции, совместно начальник следственного отделения, необходимо организовать работу. Есть у нас дела прошлых лет, по которым работа была проведена в неполном объеме. В рамках принятой ранее под программой безопасности муниципального образования на пульт отдела выведены 23 камеры. Начальник охраны общественного порядка продолжит работу по установке камер в общественных местах, где возможно совершение преступлений или административных правонарушений, в том числе работу предприятиями района и главных сельских поселений по установке видеокамер на улице. Так, в текущем году отмечается рост преступлений, совершенных на улице, на 16,1. Раскрываемость данной категории преступлений также возросла на 4,2. В то же время при росте преступлений, совершенных в общественных местах, на 24,2. Раскрываемость этих преступлений снижена на 4%. Росту преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе способствовало увеличению преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими с 9 до 21. То есть в 2018 году необходимо увеличить профилактическую работу в сельских поселениях, где зарегистрирован рост преступлений в общественных местах, в том числе с лицами, ранее совершавшими преступления. Это такие сельские поселения, как Новочелкасинский, Байгинтинский, Атнашский, Караклинский. Количество расследований и направленных в суд уголовных дел органов предварительного следствия увеличилось на 43,9%, а качество предварительного следствия ухудшилось на 200%. Возросло количество дел, возвращенных на дополнительную проверку, и на 100% количество уголовных дел, расследованных нарушения срока. Процент возмещения ущерба увеличился на 20,7%. Но работа в данном направлении проведена не на достаточном уровне. Начальнику следствия, совместно начальнику полиции, необходимо контролировать возмещение ущерба на первоначальной стадии проведения проверки до возбуждения уголовного дела. Все перечисленные мной недостатки в оперативной служебной деятельности негативно отразились на оценочных показателях отдела, которые в 2017 году была оценена отрицательно. В 2018 году необходимо сконцентрировать внимание на вышеуказанных проблемных вопросах с целью улучшения данной работы, а также на задачах, определенных директивом МВД России на 2018 год. В рамках программ правоохранительной направленности, выделенной в 2017 году администрации района, сумма была освоена на 99,84%. На 2018 год запланировано выделение средств в размере 2 миллионов 308 600 рублей. Шагынба берін паянхи кыларым вишлензе бырать. Тепредель был итчень. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд. Следственная оперативная группа в полном составе на выезд.